Кратно говорил в интервью, что мы сегодня исправляем ошибки, как раз вот эти последствия развала Советского Союза. А что бы ты сказал тем людям в нашем обществе, которые выступают против того, что бойцы, в частности, часто воюют под красными флагами, то, что в освобожденных пунктах восстанавливают исторические названия, памятники Ленину и так далее? Это история. И сказать, например, об однозначности того или иного персонажа тоже не скажешь, потому что это человек. Он имел и плохую сторону, и хорошую сторону. Тот же Ленин, тот же Сталин, и ими что-то движило. Ну, давайте потом смотреть о том, что оставили они. Будем говорить, что они кровавые или еще что-то. Наследие какое осталось. Сегодня по сей день пользуемся теми, что они оставили. Ну, сказать, что мы глобально что-то добавили. Да нет, добавили. Советская власть улетела в космос, а сегодня мы с трудом с толкача запускаем ракету. Это крайне неправильно, крайне нехорошо. И поэтому отрекаться от красного флага, ну, например, нашему народу не меньше досталось, да, от советской власти, хотя мы сами к ней пришли, сами с ней были, но потом пострадали мы неплохо. 1937 год никого не миновал. Это же все равно наша история. Мы же не можем ее вычеркнуть и избавиться от нее. Это все было в нас. Может, по-другому не получалось. Мы сегодня можем все в грудь бить и говорить, что это нехорошо, неправильно. А и то, страну восстановили, которая была разрушена в Дрободан. Восстановили. Человек, который зарплату получал, деньги деньгами были. Поэтому есть многие моменты, которые в Советском Союзе были хороши, оправданы, собирательный момент. Не было границ, было общение народов, не было упреков. И все были равны. Разница в чем между Украиной? Она своими флагами уже достала весь мир. Она уже везде лезет, уже все остановки, все высоковольтки. Ты освобождаешь территорию, оно все так покрашено и так далее. И посмотреть, когда идет российская колония. Абхазский, осетинский, чеченский, там какой-нибудь просто там городской флаг Сочи, там, или еще какие-то региональные, все, каждый под своими знаменами. Потому что идея движет людьми, а не государство заставляет нас погибать. Идея. У каждой идеи есть свое знамя. Поэтому это приветствуется. Империалисты сюда пришли черным, белым и херячат. Поэтому разницы, под каким флагом кто идет, с какой идеей, даже упрека не вижу. И когда нам многие там кавказские ребята, которые всю жизнь рассказывали, что войны, и увидели меня здесь, они говорят, вот они там под имперским флагом, там с Моторолой идут. Да, Моторола под имперским флагом. У меня другое знамя, где и присутствует флаг моего государства. Но мне не зазорно стать под имперским флагом. Потому что я знаю, что и мои предки под этим флагом воевали. И плохо моим предкам делал не флаг, не государство, а люди тех периодов. Вот как Ельцин был. Развалил, он же не только плохо абхазам сделал, русским не лучше сделал, развалив такую страну. Горбачев слабохарактерный был, который осознанно к развалу вел, которого не скрывали. И сегодня он хочет, чтобы к нему как-то относились культурно. Да я вообще удивляюсь, как вообще сюда в Россию пускают. Людям надо говорить правду. Если были какие-то гарантии при смене властей не трогать друг друга, это не значит, что эти гарантии мы должны соблюдать. Или там где-то при встрече с ним фотографироваться. Это такое, если ты видишь старика и хочешь показать свою культуру, там не тронув его, не подходи к нему, как к заразному. Хуже просто игнора не бывает наказания.